Разработчики игр, цифровая химия, таможенное дело. Вот только часть новых специальностей в вузах республики, на которых идет набор в новом учебном году. Приемная кампания близится к завершению. Как говорят в высших учебных заведениях республики, желающих учиться в Башкортостане стало больше. Завлекают абитуриентов хорошими условиями, а также новыми специальностями. Как проходит приемная кампания 2024, расскажет Артур Шамсудинов. Даже внутри одного вуза борьба идет за каждого студента. Факультеты привлекают внимание как могут. Вот, например, передовая инженерная школа УНИТ запустила на площадке робота, который агитирует поступать именно в их ряды. Не заметить такого члена приемной комиссии невозможно. Будьте так добры, пропустите меня. Абитуриентам есть из чего выбирать. В УНИТе, например, в этом году сразу 3 новых направления. Одно из них – разработка компьютерных игр. Это мейнстрим новый для России. Мы создали это одни из первых. Можно сказать, что параллельно только создается это все в Сколково. Тот стек технологий, который мы сейчас имеем, он готов или созрел для того, чтобы нам тоже делать и создавать компьютерные игры хорошего мирового уровня. Принципиально новое направление – цифровая химия. Выпускники по итогу обучения получат сразу 2 востребованные квалификации. Как химика-технолога, так и IT-специалиста. Действительно, сегодня мы понимаем, что цифровизация химической промышленности, она диктует наличие особых компетенций, комплексных компетенций у будущего выпускника. В этом году в УНИТе по плану должны принять более 5000 абитуриентов на бюджетные места. Одним из новшеств стало то, что заявления они могли подать через сервис поступления онлайн на госуслугах. Мы из Бирска хотим подать на геодезиста плюс-минус, вот в такое направление. И вот так удачно подвернулось, что рассматривали УНИТ, увидели факультет с нужными баллами и сразу приехали сюда. Изменился порядок поступления по целевой квоте. Искать работодателя, который оплатит обучение в вузе, теперь можно на портале «Работа России». Я приехала подавать на специальность экологии и природопользования. Рассматриваю целевое обучение. Надеюсь, тоже на бюджет поступить. УНИТ – единственный вуз республики, где действует военно-учебный центр. Поступив туда, молодые люди могут получить вторую специальность, по итогу имея квалификацию кадрового офицера или офицера запаса. Самыми, скажем так, востребованными направлениями также пока остаются юриспруденция, информационная безопасность, программная инженерия, журналистика и так далее. Но если брать технический блок, то это авиастроение, проектирование авиационных двигателей. Это у нас экзаменационные листы. Это для дистанционного обучения, для дистанционного экзамена. А вот это для очного экзамена. Все больше башкирские вузы привлекают внимание абитуриентов из других регионов. Мария Салтыкова приехала поступать в аграрный вуз из Пермского края. Говорит, здесь есть те специальности, которых нет в их университетах. Я поступаю на специальность продукты питания естественного сырья. Я, во-первых, из другого региона, и из ближайших вузов это самый наилучший вариант. В отличие от прежних лет, теперь абитуриент может подать заявление только в 5 вузов. В каждой не более чем на 5 специальностей. Важно при этом указать приоритетное направление. То есть наиболее желаемое направление указывается первым номером. И когда приходит день, получается, зачисления, университет его рассматривает на первое направление подготовки. Если вдруг он там не проходит по конкурсу, то есть по баллам не хватает баллов, университет его автоматически рассматривает по второму направлению. И так и далее, то есть по третьему, четвертому, пятому. В этом году большой поток абитуриентов и по льготным квотам, говорят в вузах. Речь, например, о детях участников специальной военной операции. В конце июля вузы начнут публиковать приказы о зачислении для поступающих с приоритетным правом. А с 4 августа будут опубликованы списки основного этапа. Артур Шамсудинов и Вадим Исламов. Новости. Уфа.